Ayak başlıyor. Маша Полделев, добрый вечер всем, кто нас слушает и видит. Сегодня 18 апреля 2026 года. У нас 217-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 19 часов 14, уже 15 минут скоро по Брюсселю, 20 часов 14 минут по городу, уже 15 минут по городу Джахару. Друзья, извиняюсь за опоздание, из-за технических. Опять мы не могли вовремя выйти в эфир. Сегодня стрим я назвал «Кавказ. Зона турбулентности. Природа и геополитика меняют регион». Об этом и многом другом мы поговорим с Аядом Идиговым, постоянным нашим соведущим нашей передачи на канале YouTube Reality и в TikTok. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Это для вас небезопасно. Небезопасно. Смотреть пока безопасно. И, как обычно, передаю слово Аяду Идигову. Аяд, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья, всех, кто нас слушает. Добрый. На русском языке. На русском сегодня. Да. Но в то же время мы будем, если задавать вопрос на чеченском, тоже будем отвечать, как когда мы говорим на чеченском, мы отвечаем и на русском, кто задает. Так что у нас здесь полная свобода в этом плане. Ну, наша тема понятна о турбулентности, то, что происходит, скажем, на Кавказе, что там может произойти. Конечно, у нас в основном своя тема, свои проблемы. Но дело в том, что то, что происходит там, это такие вопросы, которые сегодня мы не можем понять до конца, и они зависят от той ситуации, которая складывается между Америкой и Ираном, в принципе, сейчас. Ну, конечно, и действия России против Украины, и то, что вот эти все республики, которые находятся под прессом, все закавказские, я имею в виду, страны, а наше государство временно оккупировано, Чеченская республика, Ичкерия. Так что ситуация там напряженная, и мы, конечно, думаем о том, как могут развиваться события, скажем, так называемого Закавказья, хотя Закавказья нет, а здесь весь Кавказ. Ну, так по привычке говорят, видимо, все. Но мы видим, что ситуация, которая складывается в Армении, в Азербайджане, в Грузии, они тоже там напряженно. Мне приходится с некоторыми, не то что приходится, я с ними связываюсь и разговариваю с некоторыми из них о той ситуации, которая есть. Вроде бы они говорят, все спокойно, все хорошо, но в то же время их беспокоит вот эта вся эта война, она находится прям как бы под боком. А кто организовывает эту войну, кто здесь вот это все закручивает? Конечно, в первую очередь это великие державы, так скажем, имеется в виду, это державы, я имею в виду, это страна, которая называется Империя Российской Федерации, Россия. Хотя мы должны ее называть просто или Россия, или Российская Федерация России. Это как масло масляное, чтобы не было. Но они, чтобы сказать, что это, мол, не Российская Федерация, но это Россия, еще бегал по Думе этот фанатик Березовский тоже, конечно, Жириновский, и кричал там, это Россия и все такое. Но мы видим, что происходит, и то, что сейчас там происходит, мы видим, если говорить о природных вот этих катаклизмах, наводнений, все смывает, оно, значит, совсем закрутило в Дагестане, часть вот территории захватила Чеченскую республику, Ичкерия, которая оккупирована. И там очень большие недовольства, конечно, в связи с тем, что обращать внимание, срочно обращать внимание на эту территорию как-то не спешили в Москве, не говорили ничего, молчали. А там на Дальнем Востоке где-то там прошло наводнение, я смотрю, везде показывают, все, они там что-то дали какую-то команду,
что-то выделили. Ну и здесь эти Кавказские республики, Дагестан, Чеченская республика, наша Ичкерия, на это они меньше всего обращают внимание. Они, как говорится, знают же в душе, что они хотели бы, чтобы всех их изничтожить. Они хотели бы их всех уничтожить, чтобы их не было, как эта политика у них, как она была. Нам нужна Чечня, но без чеченцев. Ельцина высказано было. Потом, как мы знаем, когда они в 1994 году вот эти две войны, собственно говоря, в 94-м, в ноябре 26-го, потом в декабре 94-го, да, они начинали. Перед этим в 94 году загнали на территории нашей республики какие-то машины грузовые с тентами крыты тысячами. И когда их спросили, а что вы сюда приехали, водители сами не знали. Ну, не знаем, сказали, на уборку. На какую уборку? Потом наши люди, которые были там на границе, одного там полковника, еще там их там захватили, и у них обнаружили план, полностью план по деоккупации чеченского населения. И вот наш президент, тогдашний первый президент Дудаев, он сел прямо перед эфиром и рассказывал корреспонденту, который был из Москвы или еще других городов. Смотрите, показывает, вот куда они хотят выселить чеченцев. Они хотят их выселить куда? Хотят выселить туда, вот, в сторону Сибири, выше по Волжье, Оренбург, Тюмень, туда, на вечное поселение. И прям там написано, там не написано прям выселить, а, значит, как бы переселение там и все такое, а в отметках там на вечное переселение фактически. И одновременно же пишут заселение на территории Чеченской Республики, вот таких-то, из таких-то, таких-то регионов России туда заселение. И сейчас есть, конечно, большая опасность того, что сейчас вот так вот раскручиваются и восстанавливают наши республики по двум причинам. И главная причина, возможно, для того, чтобы они хотят еще раз развязать там какую-то бойню с привлечением некоторых наших людей, так называемых, которые хотят прийти туда и военным путем там захватить, и новое государство построить, или другие какие-то деяния, которые они сами там придумают, для того, чтобы нас, всех людей, оттуда выселить или ассимилировать их. Вот в чем вопрос. Собственно говоря, они хотят там закрепиться полностью. Мы же не имеем таких планов. Наши планы – это деоккупация территории нашей республики и восстановление легитимной власти. А для того, чтобы это сделать, мы должны здесь на Западе и в других странах мира делать все для того, чтобы разъяснить действительно ситуацию, природу этой империи и незаконность захвата нашей территории Российской империи, эти 5 агрессий, как они их вели, и раскладывать по полочкам. Мы должны это все и рассказывать это всем нашим друзьям, которых мы знаем в Европе, в Америке. Их много, которые нас слушают, видят, и которых, конечно же, беспокоит своя проблема. Но в то же время мы должны это понимать, своя для них в первую очередь, но в то же время мы рассказываем им, как это было у нас, когда они думали, что мы террористы и бандиты. На самом-то деле этого не было. Они эти все ярлыки нам навешивали. Они, страна, которая была создана раньше, это Российская Федерация России, как они ее называют, да, они только тогда подписывали незаконный федеративный договор, а мы уже завершили формирование своего государства, начав его формировать в составе СССР. Мы в Российскую Федерацию России никогда не входили, мы это должны понимать. А когда развалился СССР, наш парламент принял свою конституцию о суверенном и независимом демократическом правовом государстве. Это было 32, то есть 12 марта 1992 года.
и завершила, собственно, сформирование юридически правовом смысле нашего государства, а так все структуры власти работали, президент, парламент, орган местного управления, правительство, то есть все работало, и мы двигались в направлении укрепления нашей государственности и стабильности. Мы искали пути по всему миру, можно сказать, пути признания нашего государства тогда. Тогда не казалось, честно говоря, что это будет настолько тяжело, потому что в рамках международного права, когда развалили Советский Союз, по логике вещей, значит, были приняты, РСФСР принял, Верховный Совет принял акт о денонсации, скажем, Советского Союза, создания Советского Союза в декабре, 12 декабря 1991 года. А две республики, Белоруссия и Украина, это приняли 10 декабря 1991 года. То есть они отменили эту действующую страну, так, и, значит, естественно, те республики, которые они втянули, незаконно тогда захватили, они должны были получить свою независимость по логике вещей. Это я имею в виду по логике вещей, потому что это было как бы это было еще в прошлое время, когда еще не было современного международного права. Современное международное право, там сказано, что эти республики в случае выхода из Советского Союза, даже если бы они выходили, они развалили. Допустим, РСФСР, если вышло, они там писали, что мы как независимое государство, они писали. РСФСР там принимали свою декларацию 12 июня 90 года, что они как бы независимое государство и противодействовали и говорили, что записывали, собственно, там, что они, их законодательство выше даже союзного, Советского Союза. То есть они были зачинщиками, мы должны понимать, развала Советского Союза. И в то же время они, будучи зачинщиками, в то же время закладывали новую версию создания новой империи. Все случилось потому, этот развал, потому что и Ельцин пытался прийти к власти, он шел семимильными шагами, как говорится, по трупам, можно сказать, шел, и был такой вот, пытался там говорить, берите себе суверенитет, сколько хотите, обманывал людей. Он не имел права это говорить. Он не был никаким, скажем, президентом Советского Союза, не был. То, что здесь были вот такие вот события, и я это говорю, потому что Советский Союз, он был, значит, тем государством, которое фактически развалили изнутри. А раз его развалили, то вы, которые должны были тогда, создавался в 22 году эту страну, республики и страны, они должны были получить по логике вещей свое государство. А у нас это было не то, что по логике, в рамках современного международного права. Мы провели свой референдум в 90-м году. Этот референдум, значит, 23 по 25 ноября общенациональный съезд чеченского народа. Это был традиционный референдум нашего народа, который веками был у нашего народа. И на этом референдуме была принята декларация и принято решение о воссоздании нашего государства. Это мы сделали, будучи еще в Советском Союзе. Мы должны это понимать. 23 по 25 ноября 90 года мы еще были в составе СССР. Почему мы так сделали? Потому что мы видели, что столкнулись вот эти вот лица там, Горбачев и Ельцин и другие. Горбачев так вообще хотел создать новую систему перестройка, гласности и демократии. Он какие-то там пути искал для того, чтобы не развалился этот Советский Союз. Ну, это был какой-то логический ход с его стороны. И, конечно, это было, возможно, он делал то, что считал возможным в данной ситуации. Вот так вот развалили они страну, и теперь имеющие право на свое освобождение государства
Но я говорю сейчас за Чеченскую Республику, которая тогда приняла все свои, значит, атрибуты. И мы это сделали для того, потому что понимали, в случае еще дальнейшего раскола, скажем, размаха противодействия и развала этой страны, чтобы у нас уже было готово все. И это было очень правильно сделано. Сделано было настолько правильно, как только развалился Советский Союз, мы оказались в рамках в международном правовом поле. Но я хочу еще раз сказать одну вещь, вы, наверное, все знаете, что ни одна, скажем, республика или ни одна территория не может выйти из состава любого государства, которое есть сегодня в мире, без согласия той власти, которая есть, скажем, в этой стране. То есть без согласия СССР никто из этих республик не мог стать независимым государством. Советский Союз согласился на независимость 3 балтийских республик, а остальным это не разрешал. И вот пока вот так вот они, собравшись, не развалили этот Советский Союз, как будто бы для себя. Они это делали для себя, в принципе. Так? А для тех, которые были тогда незаконно захвачены, как наша республика, но и другие республики, которые являются, скажем, все автономные республики, которые были в РСФСР и в других республиках, их права там не учитывались. То есть против них был как бы заговор этих остальных ранее бывших 15 союзных республик. А в Советском Союзе все автономные республики специально законом СССР в апреле месяце их статус был поднят до союзной республики. Об этом Москва сегодня тоже умалчивает и всячески крутит и вертит. На самом деле при развале Советского Союза из Советского Союза должны были выйти 32 республики при развале, а вышли только 13 республик. 13 это имеется в виду вышли республики, которые были раньше, до этого были союзными, в Советском Союзе 15, и еще 16, если говорить всех вместе, Чеченская Республика. Потому что мы совершили тот шаг, который я говорю, создали изнутри наше государство по всем правилам. Ну и вот такая ситуация раскручивалась, и эта страна, которая, потом я хочу добавить еще один, все республики, которые были, остальные республики, мы сейчас за РСФСР говорим, которые были в составе РСФСР, остальные все республики, они точно так имели право на создание своего государства. Но вот этот сговор этих больших других республик, этих 12, не Чеченская республика, она не участвовала в этом. Эти республики фактически лишили возможности и препятствовали созданию им своих государств, созданию своих, значит, руководств, избрания власти, и чтобы они определились в соответствии с международным правом, какой путь они избирают в дальнейшее развитие свое. Они препятствовали, я имею в виду вот эти, которые сегодня есть, Татарстан, Башкирия, Коми, называйте там Якутия, другие, которые есть, все республики, которые в составе сегодняшней Российской Федерации России, но кроме Чеченской республики. Эти республики были лишены этого прав, чтобы они избирали свои, как говорится, руководства и определили свое направление движения. Вот такое преступление было совершено против этих республик. Мы должны это понимать и все знать. Так что я сейчас остановлюсь, если будут вопросы, давай, Аслан, а то я уже много говорил. Да, есть вопрос, вот Reality DE спрашивает, возможно ли еще раз попытка депортации, выселения нашего народа? Ну, я же говорю, у них это в плане. Был документ, подписан Ельциным, и Ельцин его не подписал, подписал его Черномырдин. Решение правительства Чеченской Республики за подписью Черномырдина. Это в 93-м, 4-м. Они к этому готовились еще раньше. Но вот к 94-му году они уже загнали эти тентовые грузовики, как
они раньше газики называли, но они какие-то другие были. И там вот это все завезли и готовились, оказывается, именно для этого. То есть вот такая у них и задача стояла тогда. И если бы тогда чеченский народ не поднялся бы и не знал бы их всех, то Мгм. они бы, если бы это удалось бы сегодня, наш народ был бы там дальше, далече. Но мы не можем на это соглашаться ни сейчас, и ни в тот раз тем более. Вот задача у них такая стоит. Они ставят задачи, потом как очумелые начинают эту задачу как по приказу выполнять. Знаете, как они выполняют эти задачи? Они, когда выселяли наш народ, столько людей поубивали еще, которые находились в этих местах, топили в озерах, закапывали в землю, сжигали в разных амбарах, хайбах и других. То есть это бесчеловечное вот такое отношение к людям. Вот мой Мгм. ответ я дал ему, да. Баркал. Аят, как вы считаете, друзья, напоминаю вам, задавайте вопросы, пишите в ТикТок, пишите, в YouTube пишите, и я буду зачитывать ваши комментарии. А, Аслан, Аят, ага, Аслан, извини. Ты мне в прошлый раз говорил, что был вопрос, который задал тебе Эд Мамедов. Помнишь? да-да-да, Мы на него не да-да-да, ответили, я еще в прошлый раз и я времени. забыл. Хорошо, А, что вы напомнили, Аят. а, Да-да-да, вот это вопрос. Зачитаю, сейчас я его найду. давай, зачитай. Сейчас, одну секунду. Так, Мечи Варсара. Так, салам, брат Аслан. Вчера слушал ваш стрим с Аядом. У меня есть вопрос к Аяду. Салам, уважаемый Аяд. Как вы думаете, международное право было многие основаны основные основы были приняты после Второй мировой войны? На ваше усмотрение, что надо обновить, добавить или изменить, как вы думаете? Ну, что я думаю, вначале надо посмотреть, как говорится, в корень, так говорят. Что такое современное международное право, как оно формировалось. Значит, оно заключает центральным, значит, вопросом там является это свобода личности. То есть свобода личности – это свобода от политического преследования, свобода обладания информацией, свобода передачи этой информации и социальная свобода с обеспечением личности жильем и обеспечение минимальной, так сказать, его финансовой поддержки. Но и это считалось сделать не просто так, как в других в советских или в других странах. Тут и сейчас. Вот это была основа вот этого современного международного права. На основе этой именно декларации, то есть именно этой свободы личности, была принята всеобщая декларация прав человека. И вот на основе этого документа, всеобщей декларации прав человека, принимаются все остальные документы, там, устав ООН и принцип международного права. Но это едино все, правда, но вот говорят, устав ООН и международное право. Но это все едино. Оно все вместе принимается. Мгм. Но мы теперь можем вместе подумать, что мы могли бы здесь сейчас, имея такой опыт, что мы могли бы сделать, если вот так вот должно было быть принято, и все эти государства, которые после Второй мировой войны и после того подписывали эти, значит, принципы, которые входят в это современное международное право, почему они их не выполняют? Почему получается, что эти принципы, значит, неприемлемы или не применяются в отношении других народов? Вот, скажем, в отношении тех народов, которые должны были выйти из Советского Союза при его развале. Их право было нарушено грубейшим образом. Вот я называл те, которые СССР были, так? И почему? И никто там в мире там не обратился, начали принимать и говорит, вот что там происходит. Но если говорят они современное международное право, и некоторые юристы говорят, вот есть практика. Ну что такое? А где практика записана? Понимаешь? То есть это они преподносят как прецедент.
Но где он записан, это прецедент, оно же противоречит международному праву, вот это не должно вообще приниматься. Оно должно быть современное международное право, должно быть полностью в рамках тех основ, которые лежат в принятии этого современного международного права. Это я считаю. Но для того, чтобы это как-то решать, нужно, мне кажется, создать какую-то группу стран или какое-то, значит, решение о том, чтобы тех, кто нарушает это, что в отношении их принимались какие-то очень жесткие санкции. Мне так кажется. Но, наверное, другие специалисты, люди знают это лучше. Но, по крайней мере, я вижу, что в отношении вот чеченского народа, как было совершено незаконное преступление, было захвачено после того, как я сказал, они после нас создали свою Российскую Федерацию, Россию, подписав вот эти федеративный договор только 31 марта, только подписав его, то есть мы уже 13 марта завершили формирование своего государства. А теперь, смотрите, еще такая вещь. После того, как мы привели, полностью оформили наше государство 12 марта 1992 года, 13 марта наша страна была признана Грузией. И наше государство, президент и парламент в ответ признало и Грузию 13 марта, на следующий день. И вот теперь эти, как говорится, разного рода международные или другие политики говорят, ну это, мол, типа не совсем признание, это не так, это все хотят сказать. И говорят, что вот он был, мол, свергнут. То есть они говорят о том, что он был свергнут, и что это значит законно, понимаете? Вот чему они путают. Как они могли его свергнуть? Он еще был гостем, президент Грузии в нашей стране несколько месяцев, а потом он снова вернулся, и туда был посажен Шеварднадзе, агент, скажем, империи. Шеварднадзе. И он еще продолжал там биться, и потом погиб президент Гамсахурди. И теперь, после того, как следующая власть пришла после Шеварднадзе, это Саакашвили, их верховная власть, то есть парламент уже, он принимает решение о том, что все решения, которые были приняты властью президента Гамсахурди и Верховным Советом, имеют силу юридическую и принимается за основу. Так пишут. И теперь эти люди говорят, нет, там должно было быть написано, в этом во всем должно было быть написано, что кроме этого они признают и Чеченскую республику. Я говорю, что Грузия должна была дважды признавать нашу, что о чем вы говорите. Вот такие вот моменты, вот такие хитрые ходы, и они должны быть, им должен быть поставлен блок. Вот что я думаю, наш друг Эд по этому вопросу. Баркал, Аят, спасибо. Вот Андро задает вопрос. Приветствую. Приветствую, Андро, давно вас не было. Требовалось ли с юридической точки зрения согласие центральных властей СССР для выхода союзных республик из состава Союза? Да, я это говорил. Не только, конечно, следовало. Выход из Советского Союза 3 Балтийских республик, Литва, Латвия, Эстония, было с разрешения и согласия верховной власти СССР. И поэтому они были в 1991 году, они получили, значит, независимость. Остальные все республики, которые были в составе СССР, не имели права, если даже они провели бы все что угодно документы, они не имели права выйти из Советского Союза, потому что в международном правовом праве сказано, что право народов на самоопределение не есть односторонний акт. То есть это значит, вы, если хотите выйти из любой страны, к примеру, вот я привожу пример всегда Испания. Каталония хотела года 3-4 назад выйти, провела референдум, еще такой дважды, как и надо, но центральная власть Испании не давала на это разрешение.
И этих вот инициаторов они арестовали под разным предлогом, потому что они слишком, мол, лезете, международное право вас это не дает вам права, и посадили этих организаторов. То есть только лишь согласие этих властей, этих территорий, этих государств, которые есть примерно 200 государств в мире сегодня. Так? Только с этого. Вот мы должны знать это очень важно. И теперь, когда говорят наши вот люди, вот мы пойдем туда, построим там Горскую республику, создадим там конфедерацию, протекторат или еще что-нибудь, или исламское государство. Эти люди, это те люди, которые это не понимают по большому счету, или специально, значит, действуют под каким-то, значит, давлением или согласием, или являются как говорится, проимперскими, я так говорю. Но я думаю, что большинство из них не понимает, а те люди, которые впереди с ними ходят и отрицают наше государство, они являются пособниками, хотят они того или нет, они являются пособниками империи нынешней России, преступной империи. Вот что можно сказать. Аяд, я бы вас немножко дополнил бы. Вот конституционно, в соответствии с 72-й Конституцией СССР от 1977 года, за каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. Написано. И свободного, значит, имеется в виду без спроса Верховного Совета, без спроса Москвы, это имеется в виду. Но здесь есть и как бы подвох, как говорится. Это процедурный момент, который Советский Союз, затягивая, как-то нейтрализуя тех, кто стоит за этим, могли добиться того, чтобы все-таки не произошло выхода из состава Советского Союза. Вот, да, ты прав, ты прав. подвинул. Потому что, Аслан, потому что вот эти те процедуры о проведении референдума, это все, это вообще тупиковая такая была ситуация по этой конституции. Но потом же они приняли другую конституцию, о которой мы говорим, и даже если бы она и была, и если бы они все это и сделали, да, то все равно они же подписали, я же говорю, вот Да. этот принцип международный, они же Советский Союз подписал, право народного самоопределения и принцип нерушимости границ 75. Они подписали, тем самым они не разрешали. Вот в чем Не дело. разрешали, да. То есть они здесь попадали, они все равно в капкан. Ну, вопрос задает как раз грузин, и это связано, видимо, с тем, что Литва, Эстония, Латвия, Грузия и некоторые другие уже в 90-м году взяли курс на независимость и уже как бы не дожидаясь разрешения Москвы шли. Ну Да. и мы, в принципе. Я знаю, что это было, и Украина, и эти Латвия, эти все вышли, и Да. Грузия это делала, и другие республики. И когда они проводили в марте 91 года, проводили референдум о сохранении Советского Союза, и туда же еще внесли они, надо просто сказать, пункт о том, чтобы в Советском, в РСФСР, чтобы было внести, чтобы там был президент. И вот Чеченская республика, Чечено-Ингушская республика тогда тоже не участвовала в этом голосовании. Но это не давало нам никаких возможностей преодолеть вот это международное право, которое я сейчас говорю. Потому что там не позволялось, если даже тебе и разрешили сами себе там референдум, все. Так мы же тоже провели референдум 25 по 23 по 25 общенациональный съезд народа, с каждой тысячи собрав этих выборщиков со всего мира до 1000 человек, так? И они проголосовали за создание своего государства, но это не означало. Но поэтому мы вот сделали то, что мы делали. После этого сразу через день наша власть, действующая тогда, Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики, принял подобную, значит, декларацию, в которой сказано, что мы создаем свое независимое государство. В целом там сказано это. 14 пункт там это говорит об этом.
Так что здесь эти все процедуры можно делать внутри, но чтобы выйти, нужно было разрешение, а вот как Горбачев дал другим, а уже остальным не дал, вот о чем речь. Мгм. Вот у меня такой вопрос к вам. Перед тем, как начались события в Израиле 7 октября 23 года, были признаки, какие-то непонятные подвижки в эту сторону были со стороны российских разных пропагандистов. Затем события, которые вот сейчас в Иране, которые развернулись, то же самое, тоже были, и причем десятилетиями или годами они подводили к этой ситуации. И Россия тоже к этим событиям готовилась, к этим событиям. И вот в связи с этим сейчас вот у нас на Кавказе и происходят катаклизмы, что очень тоже важно. До выселения чеченцев, ингушей и других народов Северного Кавказа как раз были очень сильные землетрясения, селевые потоки, дожди, которые очень сильно вызывали вот эти полноводные реки, выходили из берегов. И после того, как нас уже были вот в Грузии, например, землетрясение было, ну, соответственно, это и нас коснулось, потому что мы граничим с Грузией. До 7 баллов было в 1940 году, было такое хорошее землетрясение, мощное такое, относительно мощное землетрясение, погибли тоже люди, и были селевые потоки. И потом уже 48-й, 49-й, 49-й, 50-е годы, уже когда мы находились там, в Казахстане, в Средней Азии, очень были сильные морозы. Некоторые морозы больше минус 30 достигали. Погибло все сельское хозяйство, весь виноградник и все остальное. Я вот к чему сейчас говорю это все, Аят. Сейчас, как мы видим, происходят очень мощные такие события у нас на Кавказе, рядом с Кавказом, на Ближнем Востоке находятся вот эти все события происходят. И вот в связи с этим Джо Кент, бывший глава Национального антитеррористического центра США, ушел в отставку, и вот он недавно заявил о том, что США могут выйти из НАТО для того, чтобы присоединиться к войне Израиля против Турции. Одновременно с этим перепалка с Папой Римским у президента США. Трампа поддерживают евангелисты, а католики, которых возглавляет Папа Римский, он начал такие вещи, которые ни один папа, наверное, до него так прямо не говорил, что мусульмане и христиане должны быть братьями, что мы, не то что прямыми братьями, но что нужно сосуществовать, что мусульмане, можно поучиться многому чему у мусульман, у ислама и так далее. Очень странно. Американец, кстати говоря, он, вот этот новый папа Лев XIV. В связи с этим, Аят, как вы считаете, это признаки большой войны, которую пытаются представить христианско-мусульманской, либо это какая-то такая игра? Министр обороны или министр войны Хексет, Пит Хексет. он недавно заявил, что мы ведем войну против ислама. Прямо так и заявил. Так вот заявил, здесь вот передают, я слышу, поэтому говорю. Сам я, правда, не слышу, но такое вот передают, что вот он такое заявил, что это невозможно и все такое. Но что я хотел сказать, что религия, как мы знаем, всегда используется властями для того, чтобы прикрыть свои преступные шаги, для того, чтобы удержаться у власти. И религиозные деятели, в большинстве своем случае, во многих странах, особенно в прежние времена, всегда играли роль, такой организации, которая была, послана свыше, от Бога, и поэтому они даже возводили избрание там короля и другого на уровень, что там чуть ли не посланник Бога, это его решение. И у нас даже было, если кто-то там стал таким, это воля Всевышнего, и все к этому подводили.
На самом деле мы понимаем, что это не так, что религия — это организация, которая взяла под свое начало вот умы этих, верующих, которые действительно верят в Всевышнего, но когда они им преподносят именно те писания, которые они должны, выполнять, и это вроде бы от всего Всевышнего, то в Мгм. этих документах, в этих писаниях часто находят какие-то, противоречия. А они находятся чуть ли не во всех, скажем, этих писаниях. И в итоге, значит, происходит в любом случае, население, верующие люди, они искренне верят, они верят в Всевышний, что Он есть Всевышний. И даже ученые это доказывают, так? Многие вот ученые об этом доказывают. Но эту веру они хотят оседлать, и власть в этом хочет участвовать для себя. Вот я думаю, что здесь, вопрос в том, что, есть силы, в мире, так? Но это, ну, реакционные такие силы, Мгм. которые хотят, чтобы вот как сегодня вот идет борьба. А зачем вот, вот это столкновение, все это для чего? Это для того, чтобы обладать, скажем, м, ну, влиянием или обладать богатствами. А в данном случае для того, чтобы обладать всей там, нефтеносной вот этой, базой, которая есть в мире. Идет война за нефть, газ и другие природные ископаемые. Фактически, то, что мы видим сюда, именно это и есть. Да-да. А нам Потому что сказки Россия про обладает религию. всем, да, Россия всем этим обладает. Она пыталась, в общем, навязать всему остальному миру свое, значит, свою диктатуру. Всему Западу хотел — остановлю газ, хотел — не остановлю, будете мерзнуть там европейцы. Или там колоссальные деньги бесплатные, там качали нефть, и все шло. Теперь решили их остановить. Зачем им? Россия села, там эти бандиты, грубо говоря, сели и богатеют. Они за короткое время, их миллиардеров стало больше, чем чуть ли не в Америке и других стран. Они по всему миру разъезжали, и чё они делали, как себя ведут, мы видим, да? Ну, Мгм. естественно, это не понравилось остальным, особенно в Америке, как мы сейчас видим, так. И ситуация вот так вот сейчас раскручивается, так. И поэтому вот, конечно, среди верующих или, значит, религиозников есть очень порядочные и хорошие люди. И вот они эти заявления делают, чтобы защитить, свою паству или своих верующих. И я считаю, что заявление, которое сделал там Папа Римский в этом отношении, он это делал для того, чтобы защитить своих людей, и говорил, что не надо их убивать, и все это написано и в нашем Писании, это не надо делать. Так он говорил. Поэтому, что здесь скажешь? Здесь однозначно вот ясно, что вот эти дела, что происходит сегодня, ну, скажем так, вот я слышал, такие вот разговоры еще в прошлые времена, когда вот активно так вот двигалась, развивалась стремительно Япония, так? Но она и сейчас одна из, таких ведущих государств, так? Ну, вроде бы там где-то, взяли им и в океане заложили атомные бомбы и создали им цунами. И они чуть ли всех их чуть ли не затопило. Сейчас вот идет такая мысль, что вот против, мол, это России, может быть, закинули там в Каспийском море вот эту какую-то там бомбу, создали вот это наводнение или что-то другое сделало. Я не исключаю вот это имеет право существовать, это мнение, но мы же должны это доказать, это мы же должны обосновать. Мы с вами не можем это доказать и обосновать, потому что природа, она тоже не слушает нас, не если мы тем более эту природу сами не слушаем. Вот там в Дагестане есть там гидроэлектростанция, плотина прорвала, там несется все это, ну, мы знаем это, да, сейчас не пытается там как-то выправиться. Поэтому, ну, что я могу сказать по этому вопросу, так?
Будет Так Турция что между США и Турцией, война между Турцией и США. нет, вот, этот вопрос зависит от того, это, по-моему, снова эти разговоры. Это Да. ничего там, Турция там, куда они пойдут? Разве Турция, якобы они хотят там создать свой турский мир, но они хотят дружить экономически, все такое. А как они создадут турский мир? Они тогда же должны развалить СССР, то есть Россию развалить должны, правильно? А Где? развалят они Россию. Но если они в этом направлении будут действовать и развалят эту империю, то это изнутри и снаружи, то это, конечно, было бы хорошо, если бы империя развалилась. Так, эта империя. Она же не разваливается, она сидит на атомной бомбе и говорит, если сунете, я вам всем покажу. Они даже вон Чеченской республики, там кричал, с пены у рта кричал, бегал Жириновский, давайте кинем по Чечне бомбу атомную, пусть они там все умрут, там сдох, что только не кричал, мерзавец. Теперь они постоянно намекают Украине, что мы кинем атомную бомбу. То есть, а остальные люди боятся, остальной мир боится того, если этот пожар начнется. И поэтому вопрос о развале России из-за наружи, это, мне кажется, преждевременно сейчас. Вопрос в Мгм. том, чтобы они должны освободить все территории, которые они незаконно захватили. Это другой Мгм. вопрос. Я имею в виду Чеченскую республику, и можно поднять этот вопрос изнутри, который я говорил о этих республиках, которые имели право на свою государственность, они, не дав им развернуться, короче говоря, они захватили эти территории незаконно. Москва Мгм. захватила незаконно эти территории. Вот здесь Да. да, Мгм. Баркал, Аят. А, Аят, вот все больше становится похожим на то, что у нас на Кавказе будут разворачиваться события, как я уже сказал, и катаклизмы, и все вот эти моменты, которые тут разворачиваются вокруг нас. И Чеченская республика Ичкерия и в вашем лице наша чеченская власть, в лице президиума правительства Чеченской республики Ичкерия, какую позицию, как вы собираетесь занимать в этом противостоянии, если все-таки будет противостояние между Россией и Турцией, или же США и Турцией в Сирии, например. Ну, в Сирии, понятно, на Кавказе между Россией и Турцией, например. наша позиция едина. Это сохранение современного международного права, действия в рамках международного права. Ага. Это деоккупация, освобождение нашей страны и восстановление нашей легитимной власти. Вот наша позиция. За Мгм. другое, то, что если это будет в нарушение современного международного права и его принципов, мы не будем это поддерживать и не поддерживать. Вот что я могу сказать. Мгм. Знаете, я когда вот эта картина у меня в голове нарисовалась, что все-таки вот противостояние на Кавказе у нас будет, пришло сразу в голову то, что, например, Турция, к которой вы хорошо, Алла Дудаева, очень хорошо относитесь к Турции, вы всегда это подчеркиваете, что получится так, что как вот в этой русско-чеченской войне вначале нам Турция помогала, причем к турецкому народу я отношусь подчеркнутым уважением, большим уважением, но вот власть, турецкая власть, турецкой, там, тогда был, по-моему, президент не Эрдоган, ну, с первых дней они нам гуманитарно помогали. Все, втянулись в войну, начался конфликт, не признала нас Турция, не поддержала ни в военном смысле, то есть вооружением, нигде не отстаивала на международной арене, на политических разных площадках нашу ситуацию. Просто нас забыли. Э, Как вы к этому относитесь и возможно ли повторение такого? Я бы не хотел, чтобы такое повторилось. Когда нашему первому президенту задали вопрос, я это публиковал, признает наше государство остальной мир, то президент Джагар Дудай ответил,
Мы сами в первую очередь должны признать решение нашего народа и наше государство. И тогда будет все, будем в этом направлении работать. Вот мы сами вот здесь на Западе, посмотрите, вот сколько движений, которых я тебе говорил, не имеющие никакого отношения к властным структурам, и себя выдают за власть и пытаются как бы защищать Чеченскую республику. А на самом деле тем самым своими действиями, своими поступками ведут дело к тому, что наша власть и наше государство было незаконно создано. Поэтому мы в первую очередь должны решать этот вопрос сами, и больше никто. Вот я так к этому отношусь, Аслан. Мгм. Баркала, Дейресуль. Будем наблюдать, будем наблюдать. Да, Аят, да, вот будем наблюдать. да, вопрос от реалити ДЕ. Нападет ли Россия на Европу и НАТО? Ну вот это я не знаю, это вопрос такой сложный, нападет или нет. Но они собираются, если им будет возможность, они будут делать это, будут э, планы у них есть. Они Ну, хотели до Ла-Манша дойти. Вот у них есть такой Дугин, этот фашист действующий. да. Он говорил там Евросоюз, как он называется, Евроазия или как-то объединял все это. И мы должны дойти до Ла-Манша, все захватить. Планы Да, у да. них есть и были, да. Российский нарратив остается воинственным, агрессивным. Они говорят, что нужно вернуться к границам 1997 года. То есть вся Центральная Европа окажется вне НАТО. Они только что признали Народную Республику Нарва в Эстонии. А Владимир Путин уже публично заявил о своей амбиции довести армию до 1,5 миллиона человек. Генерал Фредерик Вансина, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Бельгии. Хвилина сообщает, украинская. Вот такая вот новость, Аят. От генерала. Что это вообще? Ну, готовятся к войне, они уже Нарву признали Да, независимым. они там в той стороне, они большой ров копают. Эстония и другие, они копают очень большую там траншею или ров большой делают. Это я знаю, слышал об этом. Они пишут об этом, да. Нападет или нет, и что они будут делать. Конечно, готовиться надо. Если хочешь выиграть схватку, бейся на той стороне реки, а не Берег. здесь у себя. Вот так, конечно. А как обстоят дела с признаниями Чеченской Республики Ичкерия странами Балтии, Эстонии, Латвии и Литвой? Есть какие-нибудь, если можно поделиться? Но как обстоят, здесь вопрос такой. У нас были хорошие отношения с Литвой, с Эстонией, с Латвией. Мы много раз там бывали, с этим вопросы поднимали, но они никак не решались этот вопрос решить, так? Мгм. Я помню, когда это было в 97 году, тогда мы ездили по разным странам, чтобы Мгм. было признание нашего государства, так? И я вот с представителями Литвы и с нашим представителем в Литве Аминат Саивой и представитель Литвы подписать их общего, значит, документа о создании государства, так, Эндрюкайтисом, так. Да. Мы ездили в разные страны, и в Европе, и Италия, Франция, Бельгия, а потом мы оказались, то есть о признании говорили. И в Ватикане, кстати, были. Были в эту Исландию, в Рейкьявик поехали. И дело в том, что именно эта страна первой признала Литву независимым государством тогда, после, вот, когда вот эти все процессы были, они говорили, что они такие хорошие люди, поезжайте. Мы поехали. Ну, провели там несколько дней, и когда мы рассказали о том, что какая у нас конституция, что мы там делаем, все это, все на их вопросы отвечали, встретились с руководством их страны, но настолько было такое хорошее отношение, 97 год был,
что мы уже когда все это, вот сейчас они скажут, что нас признают. И вот этот один из этих дней, предпоследних, когда мы пришли, все люди, с которыми мы общались, они были настолько молчаливые и совершенно другие. У них лица были совсем другое что-то. Ну, у нас была переводчица, там девушка одна. Мы спрашиваем, что такое, в чем дело? Она говорит, а вы разве не знаете, вчера вышло сообщение о том, что на площади в Грозном Верховный шариатский суд запретил елку. И все. То есть мы им рассказывали одно, и здесь под ног наши агенты нашего, как говорится, врага, вот такую выставили, и они тут же нам во всех делах отказали, не стали с нами разговаривать, и нам пришлось оттуда уехать. То есть это говорит о том, что мы должны сами над этим работать. Вот работая здесь с Украиной, Украина признала наше государство, ну как оккупированное государство, и осудила геноцид чеченского народа, и обратилась к многим странам, и ООН, и везде, для того, чтобы решать наши вопросы. Мы обращались к этим балтийским государствам, обращались специально ко всей власти, всем трем властям Польши. Я даже когда был в Польше, встречался, вернее, в общей такой команде на празднике, видел этого президента их, и два слова сказал им, ну, там президент был, и все документы передали на их языках, и этот вопрос остался, как бы, значит, открытым сейчас стоит. И мы должны над этим работать. И когда мы должны над этим работать, вот эти все движения, которые здесь на Западе мы видим, которые вот из нашего числа, этих беженцев, которые себя разного рода, одни себя называют правительством, государством, другие называют себя защитниками государства, что они этим занимаются, и в то же время не признавая, отворачиваясь и наговаривая на действующую власть, пусть в усеченной форме, которая имеет полномочия от нашего государства за подписью президента нашей республики и парламента. Я имею в виду президент правительства Республики Ичкерия. Вот мы как раз-таки и действовали вот по признанию нашего государства Украины, и много документов есть, которые мы подписывали, и наши люди, и мы обращались с воззванием к многим людям Европы и Америки, они подписали, и вот такое было признание. Теперь вот, чтобы мы работали в этом направлении, нам нужно вот от этих людей, которые этим занимаются, не обращать внимания на это и объединяться вокруг нашей основной, значит, базы, которая у нас есть. Это Президиум правительства Республики Ичкерия, который создан на базе, значит, документа, в котором говорится о реорганизации внешнеполитической работы на Западе. И вот на основании этого документа собраны были люди, которые имеют действительно полномочия от нашей власти, избранной последней власти, так, в 1997 году. Это люди от парламента, это люди местного самоуправления, это люди судебной власти, но это люди, которых назначил последний президент Дока Умаров до своего, скажем, отстранения от власти. И это эти люди, те, которые, значит, не отошли от основы нашего государства и Конституции, и которые не предали наше государство. Вот что я могу ответить на этот вопрос. Баркалая Дейресуль. Аиса задает вопрос. Признав международным правом преступником президента, в кавычках, РФ, тоже в кавычках, Путина, что ООН может сделать для оккупированных государств, территорий государств ООН? Ну, что он может сделать, если этот Путин сидит в Совете Безопасности ООН? Представляете? Вот это вот то, что ответ дополнительно, что если Путина они посадили, этого преступника посадили в Совете Безопасности ООН, а все международные там
значит, организации и некоторые парламенты и международные суды признали его преступником, да, и признали его, значит, пособником, значит, развития терроризма, финансирования и так, что он является, а он сидит все время там. Значит, ситуация есть какая-то вот эта ситуация, это брешь есть в самом международном праве, и не случайно Эд задал этот вопрос. Значит, если менять, то нужно менять эти вещи. И там не должны быть постоянно сидящие в этом Совете Безопасности. Мгм. Они себя слишком надежно чувствуют, понимаете? Вот что я думаю. Мы уже час в эфире, но я бы хотел вот зачитать один пост, если можно, с вашего Давай. позволения. Он трехдневной давности, и вот премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская оппозиция пытается втянуть страну и народ в разрушительную авантюру. Как передает Report.co со ссылкой на армянские медиа, об этом Пашинян заявил, выступая в среду в парламенте. Сегодня силы оппозиционные представляют карты, на которых изображен Карабах и прилегающие регионы, а также флаги, символизирующие это. Развитие этой логики неизбежная война, сказал он. По его мнению, своими действиями оппозиция пытается втянуть Армению и народу в разрушительную авантюру. Именно поэтому люди должны стать на защиту мира с Азербайджаном, потому что это их мир, и посягательство на него равносильно катастрофе. Пашинян ранее заявлял, что армянская оппозиция идет на парламентские выборы с лозунгами, которые в случае ее победы на выборах неизбежно приведут к войне с Азербайджаном. Вероятно, идет речь об оппозиции, пророссийской так называемой оппозиции. Да, в Армении. Они раньше туда засылали своих, значит, гонцов, ну, естественно, своих агентов, ну, из числа армян, да, которые были там, ну, миллиардерами или другими, и эту оппозицию создавали. Когда создается оппозиция, так называемая оппозиция из числа тех, которые, значит, поднимают вопрос, который ведет, скажем, к разрушению страны, убийству своего народа, и толкает его, то в отношении них должно быть принято какое-то, ну, скажем, какие-то меры страна должна принять. Но если их массовость, так, она, значит, превышает, скажем, того, чтобы это могло быть сделать, так, то, значит, наверное, вести надо специальную, значит, пропагандистскую работу, разъяснять людям, что это нельзя делать, и страна должна противодействовать этому. И премьер-министр Пашинян, он ведет сейчас, мне кажется, достаточно мирную политику для того, чтобы сохранить свой народ. И чтобы вот в этой войне, которая теперь может там подняться, о которой ты говоришь, и тут и Иран рядом, тут и Азербайджан, тут и Турция, и Армения здесь, как говорится, в этом положении нужно сохранить себя. И эту позицию занимает, скажем, премьер-министр. А в этом вопросе туда же не ворвется и не поможет ему, скажем, Кремль, не поможет. Так? То есть там столкнутся тогда и Турция, и Иран. То есть это такой клубок, которого он опасается, я так думаю. Ну, если вот исходить из того, что сейчас сказал Пашинян 3 дня назад, то, что он сказал, и если вспомнить самолет, который хотели сбить азербайджанский Боинг, то как-то складывается какую-то картину, что вот эта русская оппозиция, мы видим, что спортсмены сейчас, армяне, чеченцы вместе, и российские чеченоговорящие, и армяне. И вот в связи с этим, ну, какая-то вот готовится какой-то новый театр боевых действий готовится. Пусть готовят. Это не армяне и чечены. Это российские агентуры, Это которые не россияне, да. понимают всё.
а ты назовешь их армян и чечен, то получается, как будто весь армянский народ и чеченский. Нет, это Да. то, что вот сегодня является их агентами влияния. И там еще, более того, они еще на этом хотят копейку себе заработать. Нет сомнений в этом. Мгм. Я так думаю. А как еще раз этот вопрос, я вам уже задавал его, у нашего президиума отношения с армянами, с армянскими представителями и оппозиции, и власти, и бывшими политиками? Ну, с самой нынешней власти у нас напрямую власти контактов нет, но есть люди, которых я знаю, с которыми мы общаемся, даже на телефонной связи есть люди, которые раньше были близки к власти, даже кандидатом в президента были. Так что и многих армян мы знаем, тоже с ними контактируем, которых мы знаем, общаемся и разговариваем не только с ними, и с грузинами, и с азербайджанцами. То есть мы пытаемся везде иметь какие-то вот такие вот контакты, которые потом нам помогут определить наши линии и которые помогут нам решать нашу проблему. Потому что наша проблема это входит в общую проблему, скажем, состава современного мира. То есть это же как раз такая вот изоляция не пойдет, она же нас делает обеднее мы, если не будет изоляции. Поэтому стараемся с ними быть как можно ближе и общаться с ними по возможности. Да. Спасибо. Будем надеяться, что между армянами и азербайджанцами не будет провокации и не будет войны новой. И этот хрупкий мир, дай бог, сохранится. Будем надеяться, да. Да, и что нас туда тоже не втянут, и благодаря в том числе нашему президиуму правительства. А я Дейрейсхуй, Калдеабет Кюр. Большое решил. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо. Спасибо всем, друзья. Всего самого хорошего. Адикюль, Машойль. И, возможно, до завтра. Адикюль. До свидания. Адикюль. Давай. Давай.